урок! Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас последний урок математики в третьей четверти. И проведу его я, зовут меня Ирина Николаевна. Ребята, прочитайте эпиграф к сегодняшнему уроку. Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели. Как вы думаете, какая цель занятий математикой? Развивать человека, его внимание, волю, тренировать свой мозг, быть упорным в достижении цели. Математика – наука трудная. Вы готовы преодолеть трудности на пути к знанию? Тогда пожелайте друг другу удачи и скажите: у нас все получится. Телеурок. Тема нашего урока – письменное умножение на трехзначное число. Сегодня на уроке узнаем способ умножения многозначного числа на трехзначное в столбик. Научимся умножать по алгоритму примеры на трехзначное число. Сможем применить наши вычислительные навыки в жизни. Ты готов начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Ручка, книжка и тетрадка. Беритесь, ребята, скорее за работу. Учитесь считать, чтобы не сбиться со счета. Откройте тетради, запишите число «Классная работа». Чтобы спорилась работа, начнем с гимнастики ума, с устного счета. Назовите число, которое предшествует числу 5000. Назовите число, которое следует за числом 209 999. Сколько всего сотен в числе 87 200? Сколько всего десятков в числе 63 521? Увеличьте 8899 на 1. Во сколько раз 1 метр меньше 1 километра? Увеличьте 2034 в 10 раз. Уменьшите 30 840 в 10 раз. Во сколько раз 85 больше 17? Найдите пятую часть от числа 100. Сколько раз надо взять по 50, чтобы получить 200? Сколько секунд в 3 минутах? Из 180 метров ткани выходит 60 детских рубашек. Сколько метров падет на одну рубашку? Сколько таких рубашек выйдет из 300 метров ткани? Маме с сыном вместе 36 лет. Сыну 9 лет. Сколько лет маме? Во сколько раз мама старше сына?
найдите периметр и площадь квадрата со стороной 9 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять. Мы опять начнем считать. Сегодня мы с вами будем учиться письменному приему умножения на трехзначные числа. Но сначала давайте вспомним, как мы выполняем умножение на двузначное число. Допустим, 426 надо умножить на 38. Не забываем подписывать единицы под единицами, а десятки под десятками. Сначала мы 426 умножаем на 8. 6 и 8 – 48. 8 пишем, 4 десятка запоминаем. Дважды 8 – 16, да еще 4 – 20. 0 пишем, 2 сотни запоминаем. 4 × 8 – 32, да еще 2 – 34. Получилось первое неполное произведение. Умножаем первый множитель на 3 десятка. При этом начинаем подписывать неполное произведение под десятками. 6 и 3 – 18. 8 пишем, 1 сотню запоминаем. Дважды 3 – 6, да еще 1 пишем 7. Трижды 4 – 12. Получилось второе неполное произведение. Складываем полученные числа. Произведение равно 16 188. Так как мы умножали на двузначное число, то есть сначала на единицы, а потом на десятки, у нас получилось два неполных произведения, которые мы потом складывали и получили значение числового выражения. А если мы будем умножать на трехзначное число? Давайте 426 умножим на 238. Единицы пишем под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Умножать начинаем на единицы второго множителя. Точно так же, как при умножении на двузначное число. Теперь умножаем на десятки, начиная запись второго неполного произведения под десятками. А теперь пришло время умножать и на сотни. Записывать результат начнем под разрядом сотен. Дважды 6 – 12. 2 пишем, 1000 запоминаем. Дважды 2 – 4, да еще 1 – 5. 4 × 2 – 8. Получилось третье неполное произведение. А теперь складываем уже не 2, а 3 неполных произведения. Единиц 8, десятков 0 и 8 тоже 8. Сотен 4, 7 и 2. Всего 13. 3 пишем, 1 запоминаем. Единиц тысяч 3, 2, 5, да еще одна, которую запомнили. Всего 11.
1 пишем и 1 запоминаем. Десятков тысяч 1, 8 и 1, 10. 0 пишем и перед ним единицу. Ответ: 101 388. Обратите внимание, ребята, если мы умножаем на трехзначное число, неполных произведений получается 3. А всегда ли? Допустим, надо умножить 752 на 309. Умножать начинаем, как обычно, с единиц. 2 × 9 – 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 5 × 9 – 45. Да еще 1 – 46. 6 пишем, 4 запоминаем. 7 × 9 – 63. Да еще 4 – 67. Первое неполное произведение готово. Теперь надо умножать на десятки. Но при умножении на 0 здесь получаются сплошные нули. Ну и зачем нам это? Обойдемся без них. Умножим сразу на сотни. Только будьте внимательны. При умножении на сотни записывать ответ начнем под сотнями. 2 × 3 – 6 сотен. 5 × 3 – 15. 5 пишем, 1 запоминаем. 7 × 3 – 21. Да еще 1 – 22. Готово второе неполное произведение. Складываем полученные неполные произведения. Ответ: 232 368. Вы, наверное, устали? Ну тогда все дружно встали. Ножками потопали, ручками похлопали. Вправо ниже наклоняйся, влево тоже наклоняйся. Покрутились, повертелись, и за парты все уселись. Глаза крепко закрываем, дружно до 5 считаем. Открываем, поморгаем, и считать мы продолжаем. В предыдущем числовом выражении 2 неполных произведения, потому что во втором множителе в разряде десятков стоит 0. Ну а если при умножении на трехзначное число второй множитель будет оканчиваться нулем, то есть 0 в разряде единиц. Вот как в выражении 643 умножить на 430. Записываем первый множитель. Второй множитель. Мы его сдвинем вправо, так, чтобы 0 остался в стороне. Теперь под единицами первого множителя оказались десятки второго, а под десятками первого множителя сотни второго. Умножать начнем сначала на 3. 3 × 3 – 9. 4 × 3 – 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 6 × 3 – 18. Да еще 1 – 19. Первое произведение записано. Умножаю первый множитель на 4 сотни. 3 × 4 – 12. 2 пишем, 1 запоминаем. 4 × 4 – 16. Да еще 1 – 17.
7 пишем. 1 запоминаем. 6 4 – 24. Да еще 1 – 25. Второе неполное произведение записано. Складываем полученные неполные произведения. А так как умножать мы начинали на десятки, то полученное число – это количество десятков. И теперь справа дописываем 0. Ответ 276 490. Вот я и рассказала вам, как надо умножать на трехзначные числа. Я надеюсь, вы не забудете. При умножении на трехзначное число получается 3 неполных произведения. Первое начинаем записывать под единицами, второе под десятками, третье под сотнями. Если в одном из разрядов второго множителя стоит 0, то неполных произведений будет 2. Если 0 стоит в разряде десятков, то умножаем на единицы, начиная запись неполного произведения под единицами. И на сотни, начиная запись неполного произведения под сотнями. Если 0 стоит в разряде единиц, второй множитель сдвигаем вправо так, что 0 остается правее единиц первого множителя. Умножать начинаем на разряд десятков. Сложив полученные неполные произведения, справа дописываем 0. А теперь я предлагаю вам решить вот такие примеры. А сейчас проверьте ваше решение. Нам необходимо, прежде чем мы закончим урок, подвести итог нашей работы. Сегодня на уроке мы узнали способ умножения многозначного числа на трехзначное в столбик. Научились умножать по алгоритму примеров на трехзначное число. И можем применить наши вычислительные навыки в жизни. Оцените свою работу на уроке, используя модель воздушного шарика. Нарисуйте в тетради. Кто научился умножать на трехзначное число и может объяснить это другому человеку, например, другу, нарисуйте красный шарик. Кто научился умножать трехзначное число, но пока еще не может объяснить прием другому человеку, нарисуйте желтый шарик. Кто еще не уверен в своих возможностях, нарисуйте синий шарик. Конечно, научиться умножать на трехзначное число за один урок невозможно, поэтому поработайте дома. Телеурок. Ну что же, хоть и не хочется мне с вами сегодня прощаться, но наше время истекло. Я поздравляю вас с наступающим праздником Наурус. Здоровья вам, счастья и успехов в учебе. До новых встреч, друзья!